Как начать медитировать? В этом видео я научу вас всему, что нужно, начиная с вопросов, где нужно медитировать, как нужно сидеть для медитации, нужно ли слушать музыку для медитации или нет. Я даже расскажу вам, как отключить свой мозг, где нужно медитировать. Эксперты вам скажут, что можно медитировать где угодно, но по моему мнению, нужно выбрать то место, где никто вас не потревожит. Это место может быть спальней или салон машины, или ближайшей библиотекой, даже в лесу, лишь бы это место было спокойным и тихим. Как долго медитировать? Я рекомендую медитировать 10 минут. Очень важно поставить будильник, чтобы вечно не думать. 10 минут уже прошло? Может уже остановиться. Главная цель медитации – не думать совсем. Также в медитации качество важнее, чем количество. По моему мнению, быть полностью фокусированным 10 секунд намного лучше, чем быть менее фокусированным 10 минут. Так что долго не значит лучше. Что делать с телом для медитации? Многие люди скажут вам, что нельзя медитировать лежа, но я с этим не согласен. Лично я медитирую 2 раза в день, утром и перед сном. Я медитирую ночью, только чтобы улучшить свой сон. Поэтому ночью я медитирую лежа. Но по утрам я всегда медитирую сидя, чтобы не уснуть. Если вы планируете медитировать раз в день, делайте это сидя и по утрам после сна. Как нужно сидеть? Для новичков я рекомендую сидеть на стульчике с закрытыми глазами, поднятой головой, ровной спиной, плоские ступни, расслабив руки на ногах. Вы, может, видели буддийских монахов, сидящих со скрещенными ногами и направленными вверх. Это правильный способ медитировать. Многие новички считают эту позицию неудобной. Думаю, всем стоит попробовать медитировать так, и я бы порекомендовала сидеть просто со скрещенными ногами. Но если вам неудобно, можете медитировать, сидя на стуле. Как только медитация станет ежедневной рутиной, можете попытаться медитировать как буддийский монах. Слушать ли музыку? Это уже зависит от вас. Для новеньких я бы посоветовала слушать спокойную, успокаивающую музыку на пианино или что-то жанра музыки природы. Лично я использую приложение Relaxing Melodies. Нет, это не проплаченная реклама. Я слушаю песню Eternity для медитации. Если что, медитация без музыки – это также хорошо. Вам нужно самим определиться, слушать музыку или нет. Теперь перейдем к действительно важным вещам. Что мне делать или о чем мне думать, когда я медитирую? Есть множество техник медитации, но я практикую только одну. Называется осознанная медитация. Это одна из самых эффективных техник медитации, и все, что нужно делать, просто фокусироваться на своем дыхании. Когда вы сидите, вам нужно вдохнуть через нос, затем выдохнуть через нос. Самая главная вещь – абсолютно фокусироваться на своем дыхании. Как вы чувствуете сам воздух, как воздух наполняет ваше тело и легкие, даже небольшая пауза между вдохом и выдохом. Такая сфокусированность отключит ваш мозг, и у вас получится перестать думать. И многие люди, которые пытаются медитировать, скажут: «Я все еще думаю, хочется почесать одно и то же место, я не могу сделать это, медитация не для меня». Это совершенно нормально, всегда стоит ожидать такие вещи. Я медитирую 2 раза в день уже 6-й год, и у меня все еще появляется желание почесать лицо, всякие мысли все еще приходят в голову. Но если ты продолжишь сфокусироваться на дыхании и доверишься процессу медитации, лишние мысли и желание почесаться со временем уйдут. Даже так, если вы все еще пытаетесь перестать думать, тогда можете использовать мой небольшой дыхательный прием, трюк. Когда я вдыхаю через нос, я немного высовываю свой живот, как будто он наполняется воздухом. Этот трюк известен как дыхание животом, и это на самом деле самый успокаивающий способ дыхания. Знаю, звучит, будто это очень легко и немного глупо, но я обещаю, если вы попробуете это, вы почувствуете себя намного лучше в вашей повседневной жизни. Пришло время вопроса на миллион. Как превратить медитацию в привычку? Лучший способ – создать триггер привычки. Триггером привычки может быть что угодно, что напомнит вас о привычке, что вы хотите создать. Например, у меня есть друг, кто хочет развить привычку слушать аудиокниги каждый день. И каждый раз, когда он ел, он напоминал себе про аудиокниги. Его триггером привычки была еда. Когда он ел, он сразу же думал: «О, время послушать новую аудиокнигу».
Если вы медитируете по утрам, я рекомендую использовать что-то утреннее, как душ для своего триггера привычки. И сразу после душа вы садитесь медитировать. Или вы можете поставить правило никаких утренних кофе или даже завтрака до медитации. Если даже такое не работает, можете просто повесить большую вывеску на свою дверь с надписью «Ты не выйдешь на улицу, пока не помедитируешь». Если вы хотите чувствовать себя вдохновленным и удивленным от медитации, тогда смотрите мои видео о поразительных плюсах медитации. Когда я сказал поразительных, они буквально поразительны. Жмите на видео на экране, увидимся там.